1957 году на казахском радио прозвучало объявление о наборе в чечено-ингушский ансамбль песни и танца. Сотни войнавских юношей и девушек приехали в Большой казахский театр в Алмате, где проходил конкурс. Многие из них пришли потому, что прошедшим по конкурсу обещали возвращение домой в числе первых. Чем не повод стать артистом? Кто бы мог подумать тогда, что эти ничем не приметные молодые люди за считанные годы подымут национальную культуру на небывало высокий уровень. В те дни зажглись звезды, чьи имена будет помнить еще не одно поколение чеченцев. Шита Шамсудинович Эдисултанов родился 30 августа 1936 года на окраине Грозного, в Черноречье. Его мама умерла незадолго до депортации. Вскоре после высылки умер и отец. Маленький Шита, его братья и сестры окружили тело отца, пытаясь его оживить, согреть, накормить. Они думали, что он просто устал и голоден. Только через неделю местные казахи отняли мертвого отца у детей и похоронили. Братьев и сестер раскидали по детским домам. Вернувшийся с фронта двоюродный брат собрал всех вместе, и они зажили одной семьей. В 1955-м Шита всеми правдами и неправдами добился, чтобы его, спецпереселенца, взяли служить в армию. В те годы это было практически невозможно. Когда он демобилизовался, услышал о конкурсе и решил принять в нем участие. Вот каким его увидела в тот день участница конкурса Зулай Сардалова. Конкурс шел своим чередом. Когда в дверях появился молодой человек в гимнастерке, рассказывала Зулай. Он весело поприветствовал присутствующих и лихо запрыгнул на сцену. Зал удивленно наблюдал за ним. Он достал пачку беломора, извлек сигарету, поднес ее к рту и засвистел. Мало кто знает, что Шита Эдисултанов был виртуозом художественного свиста. Его спросили, что он умеет еще. Молодой человек сыграл на скрипке, держа ее на чеченский манер грифом кверху. Потом он танцевал, да так, что весь зал, как зачарованный, следил за каждым его движением. Весь зал и она, Зулай Сардалова, та, единственная, с которой Шита Эдисултанов проживет всю оставшуюся жизнь. На следующий день огласили окончательные результаты конкурса. Каждому принятому в ансамбль, в числе которых был Шита и Зулай, разрешали взять с собой на родину не более 3 семей родных. У Шиты набралось 18 человек. «Нельзя, у тебя слишком много родни», — сказали ему. «Тогда не поеду», — молодой человек был непреклонен. Ему пошли навстречу. 9 мая 1957 года молодые артисты возвращались домой. На протяжении всего пути играла гармонь. Песни и танцы были прерваны лишь однажды. На одной из станций произошел пожар, и здесь Шита быстрее всех бросился тушить его своей тужуркой. После этого случая его и без того огромный авторитет укрепился среди товарищей. Радость возвращения домой была омрачена неустроенностью, отсутствием домов, пригодных для жилья. Их расселили кое-как в бараках в районе медучилища. 6 месяцев изо дня в день молодые артисты учились танцевать и петь. А вскоре начались концерты. Шита увлекался фотографией. Фотографировал девушек из ансамбля, среди которых была и Зулай. Никаких ухаживаний, никаких особых знаков внимания. Она даже не знала, что он ее приметил среди других. Узнав, что девушку хотят умыкнуть, Шита решает опередить соперника. В тот вечер он с родственником Дени провожал Зулай и ее подругу Балкан домой. Улучшив момент, он взял девушку за руку и, согласно чеченскому обычаю, произнес: «Сегодня в этой жизни и завтра в судный день ты стала моей женой». Они посадили Зулай в такси и повезли к родственникам в Гихи. Неожиданность происходящего привела девушку в замешательство. Когда она поняла, что ее умыкнули, зарыдала. При всей симпатии к молодому человеку Зулай понимала, что если она выйдет замуж, то ее семье придется тяжело, ведь она единственная, кто работает в семье. А потом была свадьба. Много лет спустя люди будут вспоминать об этой свадьбе на Чернореченском пятачке. Молодая семья поселилась в поселке Алды. Шита получал 75 рублей. Большие деньги по тем временам. Зулай – 60. Они были молоды, счастливы и богаты. Звездная пара. Она танцевала, он играл на скрипке, исполнял художественный свист, танцевал. Когда ансамбль стал исключительно танцевальным, без песен и других программных номеров, звездная пара покинула его. Шита организовал музыкальный коллектив «Илли». Первое детище Шиты Эдисултанова просуществовало недолго. После развала музыкального коллектива артист сгоряча решил бросить искусство. С
Вскоре в семье Дисултановых стало на одного мужчину больше. К тому времени у Щиты собралась масса сатирических рассказов, которые он либо сам сочинил, либо записал с чьих-то слов. Однажды Зулай, чтобы отвлечь мужа от грустных мыслей, попросила его почитать ей что-нибудь. Щита заговорил. Зулай смеялась. Искренний смех супруги вселил в него уверенность. Так пришла идея попробовать силы в разговорном жанре, и появился новый коллектив «Веселый час». В программе ансамбля были песни, шуточные сценки, рассказы. К концу 1980-х Щита Дисултанов становится признанным мастером разговорного жанра. Нет равных, нет похожих. Его цитируют: «Он обожал свою работу, своих зрителей, даже тех, над кем смеялся. Без его участия не проходит ни одно значительное мероприятие в Грозном республике. Что бы он ни делал, о чем бы ни говорил, окружающие замирали». Дом Дисултановых напоминает филармонию и музей одновременно. Щита собирает старинные музыкальные инструменты, о существовании которых многие из нас не подозревают. В начале 90-х годов в республике заговорили о войне, а вскоре она показала свой волчий оскал. Вплоть до декабря 1994 года Щита и Зулай не покидали города, замерзая в грозненской девятиэтажке на улице Ленина, до тех пор, пока жить дальше в Грозном стало невозможно. В тот день Грозный подвергся жестокому обстрелу. Казалось, были задействованы все штурмовики и вся артиллерия страны. Вопреки утверждению военных о массовом исходе мирного населения из города, в зоне обстрела оставалось несколько тысяч человек. Среди них были народные артисты Щита Дисултанов и Зулай Сардалова. Зулай к тому времени была серьезно больна и еле передвигалась. Щита нес ее на спине, преодолевая пролет за пролетом. На одном из этажей они сделали вынужденный перерыв, и вдруг раздался страшный взрыв. Их отбросило взрывной волной. Их дом расстреливали в упор. Они выжили чудом. Как и все, они вернулись в город спустя месяцы, стали жить в Алдах, в том самом доме, где поселились после свадьбы. В непродолжительных перерывах между миром и войной Щита иногда выступал. В 2000-м он вернулся с новогоднего огонька. Признался Зулай, что во время танца почувствовал невыносимую боль во всем теле. Вскоре Щиту госпитализировали. За считанные дни он постарел на 10 лет. Даже на больничной койке он шутил: «Я не болен, просто пришел на вас посмотреть и себя показать». Артиста выписали спустя месяц, но не потому, что он выздоровел. Болезнь, которая незваной гостьей ворвалась в его жизнь, оказалась неизлечимой. Более всего Щита не мог смириться с постельным режимом. Как-то он собрал своих друзей-медиков и стал выпытывать, сколько ему осталось жить. «У меня есть одно незавершенное в этой жизни дело – свадьба сына». Друзья отшутились: «Вся жизнь впереди, что ты?» Но он не поверил. Назначили день свадьбы. Щита написал сценарий свадьбы и настоял на его точном соблюдении. Гости рекой шли в дом Дисултановых. Это был его последний праздник. Через 3 дня после свадьбы ему принесли долгожданную кассету с видеозаписью свадьбы единственного сына. Он остался доволен увиденным. Вышел во двор, пошел вглубь, сел за стол. Через минуту его не стало.